Мы находимся в селе Вильгер, здесь сделаем промежуточный осмотр опалубки перед заливкой бетона. Сегодня хочу показать вам один из наших фундаментов. Сегодня будем его заливать. Что мы сделали? Мы сняли плодородный слой земли, чтобы сделать основание прочным. Далее мы сделали подушку, все пролили водой, утрамбовали его. Он нужен для того, чтобы предотвратить силы морозного пучения. У нас в Сыктывкаре в основном глина с углинки, это пучинистые грунты. Чтобы не пучинил фундамент, сделали песчаную подушку 35 сантиметров. Далее уложили геотекстиль, вот его видно, чтобы щебень не смешивался с песком. Уложили щебень, также его утрамбовали. Щебень увеличивает несущую способность основания. Далее собрали опалубку из доски 25 на 100 дюймовка. Все усилили. То есть есть подпорки, чтобы при заливке не расперло фундамент, и он остался тех параметров, которые мы заложили в проекте. Сверху будут вот такие перемычки, чтобы верх опалубки тоже не расперло. Далее на дно уложили рубероид. Все надежно, чтобы бетонное молочко не утекало в щебень и сверху не образовывались деформационные трещины. То есть бетонное молочко нужно, чтобы верх фундамента оставался ровным и красивым. Далее связали арматурный каркас. Арматура диаметром 12, хомуты диаметром 8, шагом 300 мм. Как видите, все углы усилены, то есть у углов идут шаг хомутов 15 сантиметров. И будут еще усилены углы дополнительной арматурой. Арматура вяжется вязальной проволокой, никакой сварки. За исключением, конечно, если арматура не для сварки. Мы используем простую, поэтому все вяжем. Также монтируются продухи, чтобы под домом цоколь весь проветривался. Вот просверлили отверстие. Здесь тоже будет отверстие, и сюда вставится канализационная труба 110 мм. Их достаточно много, чтобы все хорошо проветривалось. И конденсат, влага, которая есть в земле, не поднималась и не оседала на деревянных конструкциях. Фундамент – это основа всего дома, и как мы его изготовим, так и дальше будет дальнейшее строительство. Либо будет проще, либо будет сложнее. Поэтому изначально нужно проверить все диагонали, чтобы они сходились и соответствовали проекту. Нужно, чтобы каждая стенка фундамента располагалась под несущими стенами дома. Что мы и сделали, то есть сейчас мы проверили данный этап строительства. Также необходимо проверить ширину и глубину фундамента, чтобы точно определиться по объему бетона, чтобы все соответствовало проекту. Также арматуру необходимо располагать чуть выше, не ложить ее на землю, чтобы образовывался защитный слой бетона с боков и снизу фундамента. Вот у нас есть такие стаканчики. Есть вот такие стаканчики, которые подкладываются под арматуру, и снизу образуется защитный слой бетона 5 см, чтобы арматура не лежала на земле. Также для заливки фундамента необходимо подготовить заезд для тяжелой техники. Бетоновоз достаточно тяжелый, особенно если он груженный. Везет, сегодня у нас будет 6-кубовый, есть 8-кубовый миксер, то есть они очень тяжелые, и очень важен заезд. В данном случае мы будем заезжать вот по этой дорожке сзади. Да, и вокруг всего фундамента можно проехать, то есть будет несколько точек заливки, откуда дальше будет бетон перемещаться лопатами. Угол и проехали бы сюда, этот бы угол. Нет, ну сейчас надо вот сюда, чтобы он заехал, и мы туда пошли. И вы тянете сюда, можете заехать и тут залить. Понятно, да? Можешь заехать сюда.
Вот так мы принимаем товарный бетон, заказываем на заводе, марка гарантирована. Прочность бетона будет та, которая заложена в проекте. Машина подъезжает на данном участке со всех сторон. Если подъезда нет, нанимаем кран на заливку, либо бетононасос. Бетон марки М250. При заливке бывает, что смешиваем с водой, марка уменьшается на предыдущую, станет М200. То есть то, что нам нужно как раз по проекту. При заливке используем глубинный вибратор, чтобы убрать весь воздух из фундамента, чтобы не было никаких пустот и зазоров в самом фундаменте.